Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за вашу активность, за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: кто и что о вас говорит, какие сплетни о вас ходят, с какой целью кто что о вас распространяет. Да и вообще посмотрим на ваш имидж. Если тема интересна, загадайте на себя, назовите свое имя, дату рождения. Вот спросите все, о чем желаете. Кто про меня говорит, что говорит, какой меня видят, кто мне, например, добра не желает, либо наоборот, кто желает. Вот все спросите. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, ну вы женщина огонь. Здесь зависти, ну просто полные карманы. Женщины вас не любят. Вот не любят и все. Вот какая бы вы ни были, да, вот по отношению к этим женщинам, да в принципе, да, никакого отношения к ним не имеете, все равно, всегда, в любом месте найдется такая, которой вы будете, ну, словно кость в горле. Понимаете? Вы особенный человечек. Вы человечек несгибаемый. Вас трудно чем-то удивить. Вы не пасете заднего, руки не опускаете. Вы действенная, вы активная, вы ресурсная. Какой ценой – это другой вопрос. Мы говорим то, что на поверхности. Ну, вот что видят о вас другие люди. Кажется, что вы, ну, не от мира сего. Да, какая-то вы воздушная, неземная. Сложно понять. Понимаете, сложно. А то, чего люди не понимают, того они и боятся. А вот бабы вас боятся. Еще раз говорю, не важно, что за женщина, не важно, сколько лет, там, социальный статус, положение, не важно. Важно, что когда вы рядом, все остальные просто, ну, такие серые мыши, либо крысы. Да, и каждая старается по углам там, да, в угол свой забежать и оттуда, значит, за вами наблюдать. А вас жизнь такой сделала, сильной, смелой. Вы про себя никогда не скажете, что вы сильная и смелая. Вы ощущаете ребенка в душе. Ребенка. Вы умеете удивляться, вы умеете переживать, сочувствовать. Но вот внешне вы железная леди. Так, что касается мужчин. А вот мужчинам вы очень и очень даже нравитесь. Ни одному мужику вы уже вскружили голову. У вас какая-то очень манкая подача, томный взгляд, какие-то очень мягкие слова. Вообще похоже для мужчин, да, как на вот такую кошечку, соблазнительница. Очень многие хотели бы вас своей назвать. Но по большей части мужики, конечно же, межуются рядом с вами. Страшно, да, страшно, что пошлете, а на вас посмотришь, 100% пошлет. К такой снежной королеве просто так на кривой козе не подъедешь. Здесь нужно как минимум какой-нибудь там ламборгини, как минимум нужно при параде быть, да, при денежке, чтобы вас там и в ресторан шикарный, и там, чтобы цветы, там, 1001 розу. Понимаете, вот такое впечатление вы на мужиков производите. Вот в основном ваши знакомые мужчины, да, вот кто вас знает, неважно, там близко, там шапошное знакомство, неважно. Вот я вам клянусь, вот каждый из них
раз-таки домечтал, чтобы вы были рядом, чтобы именно с вами вот быть. Да, вот сидел мужик такой на расслабоне и думал, ой, как бы хорошо было бы, если бы эта женщина была моей, как бы это было замечательно. Кстати, о вас мужики часто разговаривают. Я вижу тут несколько мужчин, они то ли коллеги, то ли они друзья, они периодически вот как-то собираются, может быть отдых, может быть там перерыв на работе, и о вас говорят. Говорят, причем, знаете, как слюни подбирают. Вот какая вы аппетитная, какая вы хорошая, какая вы замечательная. Вот бы мне такую женщину, да? Говорят о вас. Возможно, вы даже об этом знаете, либо догадываетесь, да, есть такие подозрения. С восхищением говорят. Вот вижу мужчину у кого-то, бывший мужчина, может быть муж, может быть как там жених, да, мужчина, который, ну вот как в один момент, да, был да пропал, куда-то спрятался, забежал, может быть под чужую юбку прыгнул. Вот все вроде как неплохо было, да, ничего не предвещало, он раз, и в один момент как-то мышка хвостиком вильнул, и Васькой звали. Девчонки, он себе локти кусает. И я вижу, что у вас вопрос, да, что почему он так поступил. А ответ очень простой. Он вас был недостоин. И он это понимал. Он слишком много пуха накидал. Знаете, там бисер, пух, там мыло, пузыри там и прочее. Слишком много. А когда вот все-таки, когда дошло, что нужно отвечать за свои слова, он просто испугался. И, знаете, запашок пошел, да? Вот. И вот таким образом, да, идиотским решил проблему. Просто исчез из вашей жизни. Он, кстати, знаете, как бьется иногда в истерике. Он не винит себя, он не винит вас. Он скорее винит как создателя, высшей силы, судьбу проклинает. И говорит, ой, ну как же так? Как же так? Вот почему я такой? Почему вот мне не дано? Если бы у меня было, я бы, конечно же, с ней был. Я бы никогда от нее не ушел. Да, вот так и говорит. Так. Здесь у кого-то подруженька есть. Но не подруженька, а просто змея подколодная. А вы эту женщину любите. Любите, уважаете. Вам ее жаль. То есть у нее что-то вот в жизни тяжело. Жизнь тяжелая, судьба тяжелая. Может быть, семья несчастливая, может, она вообще в разводе, одна, там, детей тянет. Вы ее жалеете. Вы для нее стараетесь, очень стараетесь, вы чем можете, помогаете. Если нечем помочь, так вы ее всегда вот словами готовы поддержать. Вот она вам как, близко к сердцу вы ее подпустили. А она вам этого простить не может. И вот у нее прям, знаете, такой идет шторм на сердце, черный, там тучи такие черные. Она считает вас счастливой. Она считает вас удачливой. Она считает, что вы, знаете как, не по праву все это имеете. Вот все про вас знает. И знает, как вам тяжело, и знает, как вы там с последних сил тянетесь. Все это знает. И все равно, понимаете, завидует. Вы вот иногда посмотрите, как она себя ведет. Вы ей что-то рассказываете про себя, а она как сидит, зевая, да, неинтересно. А как сама начинает там слюни до сопли на локоть наматывать, так вы же ее слушаете, да, и она к вам бежит со всеми своими проблемами, она вперед всего бежит к вам. Очень сильно она паразитирует на вас. У кого-то отыграется, что она очень много у вас берет, знаете, как не по праву берет. А у кого-то отыграется, что она прям вампирит вас. Вот приходит со своими этими сопливыми историями и вампирит. Вы раскрываетесь, когда ее жалеете, а она берет. Вот просто на заметку себе возьмите, да, вот перед встречей с этой женщиной, перед встречей, просто вот оцените, как вы себя чувствуете. Оцените. С ней встретитесь. И после встречи еще раз оцените, как вы себя чувствуете. Вы удивитесь.
голова болит, вся разбитая, задерганная, переполошенная, понимаете? Вот так она на вас действует. Не подруга она вам, не подруга, абсолютно. Знаете, как прибилась дворняжка и давай из себя королевну строить. Нехорошая. Девочки, кто сейчас в паре в браке, знаете, ничем не погребует и на мужа на вашего может прыгнуть. Как, знаете, место ее занять. Вот что это ей в жизни все дано, а мне нет, я несчастная. А ну-ка я ее место займу. К мужу в трусы залезу и ее выгоню. Вот. Но ей никогда не стать вами. Никогда. Сколько бы она там себе заднее место не рвала, никогда вами она не станет. Но неприятности сделать может. Не могу сказать, что это прям самая ближайшая ваша подруга. У кого-то прям отыграется, что ближайшая. У кого-то отыграется, что периодически там встречаетесь, общаетесь. Нехорошая она человек. Вот кто больше всего жалуется, кто больше всего там истерит и ноет на судьбу несчастливую, вот эта женщина и есть. Все-таки у нас общая отцепка. Я вот, видите, как детали мне не дали. Просто показали, что она ущербная. На всю голову причем. Да, еще одна отличительная черта. Она такая, знаете, знатная засранка. То есть, может быть неоприятной. Может, там дети у нее неоприятные. Дома там хламбаза целая настоящая. То есть, она ленивая. Вот поэтому у нее и судьба несчастливая, что она такая ленивая. Так, здесь у кого-то на работе прям тирания какая-то идет. Тирания. То ли начальник, то ли коллега. Но коллега, знаете, как считает, что старше, может дольше, чем вы работаете. Как вот, знаете, все время как-то цепляется, подковыривает. Какие-то вот все время, как козни даже строит. Вот как, знаете, всех этих собак на вас спускает, да, и вы всегда как козел отпущения. Кто-то что-то не сделал, какие-то там где-то неприятности, кто виноват? А вот она виновата. Кто не сделал? А вот она не сделала. Так это ж не ее работа. Так все равно она должна была делать. Понимаете, вот такое идет отношение. Выживают. Вас выживают. Причина очень простая. Вы глаз мозолите. Вы очень сердечный человек, вас любят люди вокруг, коллеги любят, очень сильно уважают. Вы такая душевная, вы такая хорошая, открытая, трудолюбивая. Вы профессионал и мастер. Вы, с душой к работе подходите. На вас люди смотрят и умиляются, и думают: ой, как приятно с такой лапочкой вместе вот рядом находиться, доработать. К вам люди тянутся. А вот это существо боится, причем боится очень сильно, что вы можете рано или поздно подсидеть. Да. Может быть, человек такой, знаете, тяп-ляп, там, языком, да, себе там пробивает дорогу, либо сами понимаете, каким местом. Вот, и думает: ой, сейчас в тираж выйду, а она мое место займет. А все поймут, что я нолик без палочки, а она: ой, какой молодец. И все, меня вот там метлой под зад и выгонят, да, в спину вытолкнут с этой работы, с этого места. И что мне делать? Да, девочки, да. Очень непростая ситуация, очень. Здесь бы я, конечно, советовала вам индивидуально посмотреть, потому что я не вижу у вас желания, либо даже какой-то мысли, да, бороться за себя. Вы как бы терпите такое дурное отношение в свой адрес. Понимаю, что вам нужна работа, понимаю, что вам денежки нужны, но каждому терпению рано или поздно приходит предел. Каждый, каким бы человек ни был терпеливым, да, все равно эмоции могут свое взять. Здесь, вот как я вижу, да, желание вас довести, просто до истерики, чтобы вы психанули, написали заявление по собственному желанию, и все. Да? И тогда вот эта особа будет праздновать победу. Держитесь, старайтесь, показывайте себя такой, как вы есть. Представьте, что вы в какой-то колбе стеклянной, да?
И вот вся эта гадость, все эти претензии, плохие слова, да, они летят в вас, но они отбиваются, да, они попадают в это стекло, ну и как бы, соответственно, отлетают. То есть до вас это все не доходит. Вот так всегда представляете. Перед тем, как зайдете на работу, так себя представляете. И еще вам дам подсказочку, советик. Вы подходите к работе, да, вот где вы работаете, там предприятие, ну, здание, да, вы, переступая порог, про себя скажите: ваши стены, мои потолки. 3 раза скажите, переступайте порог. Вот, тогда у вас будет больше как защиты, понимаете, и у вас будет правда, понимаете, над головой. Не за вами, как сейчас, а над головой. Вот ни один вот такой нехороший человек не сможет вам ничего сделать. Но здесь нужно, конечно, детально посмотреть, потому что ситуация очень сложная, очень напряженная, я бы даже сказала. Так, у кого-то свекровь здесь вышла. Боже, какая женщина. Свекровь. Ну, как говорится, громбаба. Громбаба. Очень властная, очень такая, вот знаете, зажористая. Любит под себя, вот какая-то квочка, под себя гребет все время. Всех и вся гребет под себя. Только она умная, только она авторитет, только она знает, только она умеет. И не дай бог, хоть кто-то с ней поспорит. А супруг ваш, тут видите, какой цирк устраивает. Знаете, он ей что-то про вас говорит. Причем говорит в восхитительном тоне. Знаете, как вот: а вот моя такие вкусные пирожки наделала, да, либо такого вкусного борща наварила, либо там, ну, что-то вот сделала, там, смастерила, срукодельничала. А у вашей вот этой свекрухи, а у нее аж глаз дергается, понимаете, когда она это слышит. Бордовая от гнева становится. И прям ваш адрес такие молнии направляет. Знаете, девочки, так скажу, как будто отыграется, что может даже делать. Она, ну, вот такая дураковатая, настолько она уже в отчаянии, что она вас перебить не может. Что, как, знаете, как-то сыночек от мамы отбился, да, какой-то чужой тете пришел. Вот, уже не знает, как это перебить, и может даже обращаться. Она считает вас, извините, ведьмой. Она думает, вот как она его привязала. Вот как она так вот его к себе привязала. 100% опоила, да, зелье подмешала. Что вот она моему сыночку делает? Он вместо того, чтобы день и ночь рядом со мной сидеть и все денежки мне носить, он что-то с ней живет, да, и с детьми почему-то живет, а должен со мной. Да, у кого-то тут просто жесть, девочки. Сама проходила, ну, нечто подобное. Я вас понимаю, я крайне вам сочувствую. Это ненормально. Вот и скажи, что это? Материнская любовь? Вроде любит она своего сына, а вот счастья ему не желает. Понимаете, уперлась противная баба рогом. Вот чтоб мой сын и все. И чтобы там никаких баб не было. А то, что он несчастливый будет, оно ей, в принципе, знаете, как по боку. Значит, что сказать? Забирайте вы этого мужчинку. Вот прям хотите, вяжите. Хотите, там в сумку сложите, там в коробку упакуйте и увозите. Увозите, куда глаза глядят. Серьезно, пока вы рядом с ней находитесь в доступности, да, в шаговой доступности, она в покое вас не оставит, вашу семью в покое не оставит. Здесь только один вариант, куда глаза глядят, желательно подальше. Как только расстояние между вами будет, у вас, во-первых, и отношения улучшатся, многократно улучшатся. Во-вторых, но эта женщина, она такая, ей всегда нужно с кого-то, знаете, как кого-то вожжами бить, найдет себе другую жертву. И у вас все наладится, и она успокоится. Потом в будущем будете, там, я знаю, созваниваться, там, в гости, может, даже будете ездить. У вас выровняются отношения. Но пока вы где-то рядом, пока вы ей глаза мозолите, вот будет делать, будет и магически делать, и не только, да, будет там еще про вас всякую гадость говорить. Будет. Вот такая вышла. Не дай Боже, вышла. Так, а у кого-то, кстати, отыграются, что такого плана бывшая женщина. Знаете, как вроде и разошлись они, а она все никак отпустить его не может. И прям по любому поводу, да.
Кто-то там крякнул, пернул, она уже ему звонит. Говорит: вот представляешь, я так напугалась. Сосед громко храпел, о боже, я одна, приди, помоги. Да, и он каждый раз бежит. Говорит: ну она же беспомощная, ну там же, ну что, надо же помогать. Вот. Да, запросто. Ей бы, знаете, девочки, работать идти, вкалывать. А то, смотрите, какая лыдаща. Привыкла на чужом горбе кататься. Вот. И она его дергает и будет дергать. Уезжать, только уезжать. У кого женщина проблемы создает, вам надо только уезжать, чтобы этого не было. Так, мои хорошие. Ну, в принципе, тут по мелочи выходит, да. У кого-то там соседи против вас там распространяют, у кого-то родственники, но это не настолько важно, не настолько на вас вот прям влияет. В принципе, оно, как бы, знаете, догадываетесь, у вас интуиция, дай Боже, вы все прекрасно, вот прям по сторонам так посмотрите, вы уже каждого видите, кто на что гораст. Есть за вами такая особенность. Вот на кого что думаете, тот про вас то и делает. Здесь ошибок нет. Вы видите этих негативных людей, вы их чувствуете. А у кого-то даже из вас, девочки, вот даже я вам опишу, как это происходит. Вы, ну, вроде видите, человека знаете, там, видите, общаетесь, понимаете, что человек вроде нормальный, да? Обычный нормальный человек, там, без всяких вопросов. Вы с этим человеком общаетесь, а у вас прям голова кругом, у вас тошнота идет, у вас вот прям ломка начинается, и вы не понимаете, что это. Это вы негативных людей чувствуете. Это ваш организм вот так срабатывает на зло, на негатив, на плохих, никчемных людей. Верьте себе, верьте интуиции своему организму. Вот вас вообще не обманывает в этом плане. Я так скажу, у меня здесь, кстати, очень много зашло девочек, у которых есть, ну, прям очень мощный поток, вот космический, да, связь и с высшими силами, и с духами рода. Непростые девочки зашли. То, что вы этим не всегда пользуетесь, но это дело другое. Но тем не менее, это у вас есть, и это вам помогает. Так, по поводу вашего имиджа. У вас имидж какой-то экзотической женщины, экзотического цветочка. Настолько необычного, настолько прекрасного, такого манящего и в то же время пугающего. Еще раз повторю, люди боятся того, чего они не понимают. Вас многие не понимают. Поэтому, да, поэтому могут и бояться, и сторониться, и даже, ну, скажем так, иметь какое-то субъективное мнение относительно вас до момента, пока вы, например, там не пообщаетесь. Как только вы пообщались, ну, человек сразу же меняет и мнение свое, и настроение, и сам себе удивляется, да, вот почему же я так, ну, скажем, противоречиво был настроен, либо настроена. Какая замечательная женщина. Вы умеете располагать к себе. Умеете, есть у вас такой дар. У кого-то это гипноз цыганский, да, кто-то может, обладает, по роду передалось. А кто-то вот очень интеллигентный, хорошо воспитанный человек, который умеет и тоном, и настроем, и подачей человека расположить. Поэтому вы должны, мои хорошие, не закрываться от людей, а пользоваться своими дарами, своими способностями. Поверьте, будь вы немножечко, ну хотя бы капелюшечку посмелее, вы бы сейчас не сидели и не смотрели бы мое гадание, а жили бы вот прям такой активной жизнью, востребованной. Может быть, кого-то поучали, может быть, кому-то помогали. Была бы у вас там группа людей, которых бы вы наставляли, с кем бы вы там общались, путешествовали, развлекались. Понимаете, вам нужно выходить в люди, вам нужно себя проявлять. Займитесь этим, мои хорошие, все получится и все будет замечательно. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.